Добрый вечер, здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Сегодня в Нюрбинском районе в городе Нюрба в 10:30 загорелась котельная, которая снабжала теплом 33 жилых дома, 5 социальных и 7 других объектов в микрорайоне Медгородок. Здание котельной 2004 года постройки арочного типа, в котором установлены 3 котла. Через час пожар был полностью ликвидирован. Оборудование котельной не пострадало. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. В основном пострадала крыша. Сейчас ведется работа по ее разбору и восстановлению. Ущерб причинен на площади 50 квадратных метров. Работа прошла оперативно, без нарушений технического регламента. И в кратчайшие сроки уже было ликвидировано. В 11:50 запустили уже насос циркуляционный. И в 12:15 работники ЖКХ уже позвонили, сообщили, что в штатном режиме котельная работает. В Мирнинском районе за неделю зарегистрировано 3 факта мошенничества. В первом случае у 52-летнего мужчину выманили 15 тысяч рублей, когда он пытался купить автозапчасти в одном из интернет-магазинов. Схема стандартная. Отправили счет банковской картой, а когда оплата прошла, пропали. Второй и третий случай произошел с 2 жительницами Мирного, 37 и 58 лет. Обе женщины повелись на объявление о продаже норковых шуб по очень низкой цене. Схема та же, что и в первом случае. Получив предоплату, лжепродавец перестал выходить на связь. Уважаемые граждане, полиции мы напоминаем, ни под каким предлогом нельзя производить предоплату за товар, не убедившись в добросовестности продавца. Будьте бдительны. Всего за неделю в Мирнинском районе поступило 223 заявления и сообщения граждан о происшествиях. В том числе зарегистрировано 15 преступлений, 4 нанесения телесных повреждений, 3 факта мошенничества и 1 фиктивная регистрация иностранца. Сотрудниками полиции выявлено 99 административных правонарушений, 17 фактов мелкого хулиганства, 27 фактов, связанных с появлением в нетрезвом состоянии и распитием спиртных напитков в общественных местах. В Чурапчинском районе проходит проверка ДТП, в результате которого 1 школьник госпитализирован в хирургическое отделение Чурапчинской ЦРБ. На данном этапе установлено, что 19 ноября 2018 года около 7 часов 30 минут на 115-м километре автодороги Битюн между селами Чурапча и Мандагай водитель Абагинской среднеобразовательной школы, осуществляя перевозку 2 учителей и 6 учащихся на служебной автомашине модели УАЗ, не справившись с управлением, допустил опрокидывание данной автомашины в кювет, в результате чего 1 из учащихся с телесными повреждениями госпитализирован в хирургическое отделение Чурапчинской ЦРБ. Остальные учащиеся и учителя не пострадали. В ходе осмотра места происшествия установлено, что автомашина специальными опознавательными знаками и надписями не оборудована. В пассажирском салоне на 3 сиденьях отсутствуют ремни безопасности. А в столице республики в полицию обратилась администрация гостиницы с сообщением о краже телевизора стоимостью 15 тысяч рублей. Были задержаны 2 подозреваемых. Ими оказались 27-летний уроженец Хангаласского и 26-летний уроженец Чурапчинского района. Оба ранее судимые. В ходе разбирательств выявлено, что оба постояльца не имеют места жительства и постоянно заселялись из одной гостиницы в другую. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». К федеральной повестке в Московской области продолжается рассмотрение громкого дела со сбитым мальчиком, который, по данным судмедэксперта, был пьян. Отец мальчика требует с врача компенсацию. В Щелковском горсуде закончилось очередное судебное заседание в резонансном процессе, фигурант которого Михаил Клейменов. Судмедэксперта обвиняют в халатности. Суд наконец-то начал рассматривать дело по существу. До начала заседания нам удалось взять краткий комментарий отца погибшего в ДТП 6-летнего Алеши Романа Шимко. Он очень сомневается, что медицинский диплом Клейменова настоящий. Вы по-прежнему считаете, что диплом Клейменова, в общем-то, не настоящий и может быть фейковым? А сегодня от процесса что ждать? Подтверждение какое-нибудь о том, что диплом настоящий. Угу. Понял, спасибо. Судмедэксперт до сих пор отрицает вину, ну а Роман Шимко требует 10 миллионов в качестве компенсации морального ущерба. На процессе защита Клейменова уже не в первый раз заявила о том, что в материалах обвинения содержатся ошибки и неточности, и оно должно быть отправлено прокурору на переработку. Однако суд признал эти аргументы несущественными для дела и отклонил запрос.
В свою очередь, Роман Шимко представил в суд сразу 3 ходатайства о вызове свидетелей. И выступил сам. То, что касается признания потерпевшей моей жены, она живет от врача до врача, до укола. Она еле ходит. Мы специально не стали признавать ее потерпевшим, чтобы не таскать ее в суд и не видеть вас. Далее начался допрос потерпевшего. Исходя из вопросов, защита Клейменова настаивает на том, что отец погибшего Алеши некачественно исполнял свои родительские обязанности и не контролировал доступа ребенка к алкоголю. Напомню, 2,7 промилле для организма 6-летнего ребенка – это состояние поверхностной комы. Но складывается впечатление, что Клейменов этого не знает. Да и показывать на камеру оригинал своего диплома о высшем образовании просто не стал. Я все помню. Я вам сказал. Суд огласит вам все. Просто на бланках, по-моему, если мне не изменяет память, другой год стоит. Все нормально. Все правильно? Не 87-й. Ну просто бланки заранее не печатаются, как правило, не год печатаются. Следующее заседание суд назначил на 21 ноября. В зале встретятся свидетели обеих сторон. Но уже сейчас понятно, что как бы ни закончился этот судебный процесс, серьезного наказания Клейменов не понесет. 293-я статья «Халатность» вообще не предусматривает лишение свободы в колонии. Еще один вопиющий случай из столицы страны. Следственный комитет Москвы рассматривает дело по статье «Покушение на убийство». 17 ноября подпитый мужчина 80-го года рождения пришел в гости к своей подруге. У него возник конфликт с консьержкой, которая не желала пускать мужчину в гости. Тогда он заблокировал дверь охранницы и поджег. В подъезде начался пожар. Женщина смогла выбраться из огня, но получила ожоги. Во время допроса мужчина так и не смог объяснить, за что хотел заживо сжечь женщину. Расследование продолжается. На этом пока все. Берегите себя.